Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 7 июня. Это у нас будет пятница. Смотрим мы с вами на колоде пасьянс. Все знаки зодиака, начиная от Овнов до Рыбок, все знаки будут у меня в одном видео. Поехали. Значит, Овны, 7 июня. Покажите мне события дня. Овны. Змея, первое событие. Тут два варианта. Здесь может быть и книга, видите? Может быть и подарок, смотря что вы увидели первым. Но я первым увидела подарок, оставляю его. Если вы увидели книгу, это госучреждение, посещение. Прибыль. Машинку нельзя. Успех нельзя, потому что эта карта уже зафиксирована. Расческа. Цыпленок. Конфликт. Я сейчас расскажу почему. Так, смотрим. Смотрите, 6 событий, получается, выпадает на этот день. Из них 2 негативных. Неприятность и конфликт. Почему? Потому что у нас 6 июня был парад планет. Но он плюс-минус 2 дня еще влияет на нас очень сильно. Поэтому все вот эти неприятности, ссоры, конфликты, какие-то разборки, мелкие аварии на дорогах, какие-то проблемы там с рейсами, с задержками. Все это может быть в этот день, и это нормально. Потому что так влияют вот эти парады планет. Поэтому, да, то есть для меня неудивительно, что неважно, какую берешь колоду, да, вот иногда говорят, вот вы там колоду не такую берете, поэтому негативные события показывают. Причем тут колода? Колода просто передает, да, вот информацию с поля. Так что вот, пожалуйста, вам неприятности, конфликты из-за парада планет. Дальше, ну и змея еще то же самое, да, то есть каждый пытается ужалить другого, сказать что-то неприятное, понимаете, то есть это вот прям вот это все, вся чернота лезет из нас в эти дни. Так что еще будет общение со змеей, может быть и конфликт с ней, как вариант. Но у вас есть и 3 хороших события. Это финансовые поступления, это подарки, бонусы и общение с детками. Семейная жизнь, семья, общение с детьми. Но опять же, здесь события выпали рядом, возможно, неприятность будет связана с ребенком. Поэтому тоже вот на это обратите внимание. Переходим дальше к тельцам. Седьмое июня, пятница, тельцы, события дня. Книга, первое событие. Цыпленок. Второе событие. Лебедя нельзя соединить. Домик. Мечи. Из-за парада планет мечи.
Еще идет влияние, еще будет до воскресенья, может быть, влияние. Угу. И неприятность. Тоже вот смотрите, вы скажете, вот Овна выпала, да, то есть мечи и неприятность, вы плохо сложили карты. Нет, я не могла плохо, потому что если бы я сложила плохо, карты бы шли друг за другом, если бы они вместе. А они выпали в разных рядах, то есть они, видите, через сколько карт выпала еще эта карта. Поэтому тут, видите, так это не работает. Я всегда складываю специально их в разные места, когда вот они парами выпадают, чтобы не было этих повторений. Поэтому если повторение выпало, значит оно должно выпасть. Плюс у вас еще выпал нерешенный вопрос с минусом на этот день. Любовь. Ну, тут, видите, и хорошее, и плохое есть. Так что, ну, так как планет много, все собираются в кучу, одни влияют негативно, другие позитивно. Поэтому вот такая вот, знаете, каша получается в эти дни. Каша из разных ингредиентов. Так, значит, смотрим. Значит, в этот день все хорошо с личной жизнью. Цыпленок – это семья, дети, общение, любовь, домашние какие-то бытовые дела, какие-то события в семье. Поэтому тут все хорошо. Из минус. И еще плюс посещение госучреждения. Дальше из минусов. Сильный конфликт, скандал, большая неприятность и нерешенный вопрос. Вопросы в этот день решаться не будут. Поэтому я вот говорила 6-го, говорю 7-го, даже и не надейтесь. Вот вы идете в казенный дом, чтобы решить какой-то вопрос, а он просто не решается, потому что мы друг друга не слышим и не понимаем. Так что лучше на эти дни ничего не намечать важного. Смотрим дальше. Дальше у нас будут близнецы. Близнецы, поехали, смотрим, что у вас. 7 июня, события дня. Близнецы. Подарок. Первое событие. Шарики. Лебедь. Бабочку нельзя соединить. Здесь не вижу. Получается, у вас 3 события, в принципе, все 3 хорошие. Вам повезло. На вас влияния планет не будет. Парада планет. Значит, смотрите, подарок показывает, вы можете получить или подарить в этот день. У вас будут гармоничные отношения в паре, возможно, даже какое-то событие. И будут хорошие новости в этот день. Так что шикарный день, близнецы. У вас все хорошо. Смотрим. Подарок, день рождения может быть. Ваш день рождения 7 июня. У кого выпадает, я вас поздравляю. Только сейчас вспомнила, что ваши дни рождения идут. Смотрим дальше. Раки. Раки, 7 июня. Пятница, события дня. Глубокая печаль, разочарование может быть в пятницу.
месяц, ключ, весы, сундук и маска. У вас тут прям как из рога изобилия сыпятся события. Так, здесь вроде бы нет. Угу. Ну и последнее событие — солнышко. Из крайности в крайность, да, то есть если утром, в первой половине дня очень сильные разочарования, а вечером, наоборот, уже большая радость. Такие перепады настроения у вас могут быть. Чемодан еще есть. Чемодан. Ну, здесь нет. Значит, получается, что выпало? Очень сильное разочарование будет в этот день. Может быть, из-за обмана. Выпадает маска, показывает, что срываются маски. Вы понимаете, ну, увидите человека, который вас обманывал. Может быть, из-за этого разочарования. Обман, разочарование. Месяц показывает события, которые имеют цикличность, повторяются. Может быть, они связаны с финансовыми поступлениями. У вас, допустим, будет там зарплата, пенсия, стипендия и так далее. Какие-то выплаты. То есть события, которые повторяются, финансовые плюсы, ключ, открытые двери, возможности, все в ваших руках в этот день. Опять же, да, вот, возможно, благодаря ключу и обманы открываются. Сложный выбор, два варианта. Может быть, когда маски будут сброшены, станете перед выбором, общаться с этим человеком или нет. Дальше разлука, расставание и хорошее настроение вечером. Карта Солнца. Так что вот такой денек. Разноплановый. Ну, с другой стороны, знаете, вот вроде как и плохо, да, что маски сброшены, но с другой стороны и хорошо. Вас больше не будут обманывать. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Львы. 7 июня. События дня, львы. Розочка выпадает, первое событие. Любовь. У вас тут прям все про личную жизнь. Подкова. Свиток. Четвертое событие. Угу. Чемодан нельзя. Смотрим горизонтали, вертикали. Нет. Нет, 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 нет. Нет. И тоже не вижу. Получается, я нашла только 4 события у вас. Что у нас получается? Любовь на пятницу выпадает, гармоничные отношения в паре и свидание, приятная встреча. Поэтому, если у вас отношений нет, возможно, это будет знакомство и первое свидание. Дальше подкова, удача, везение у вас в кармане, фортуна на вашей стороне. И также показывает деловую встречу еще, возможно, рабочую, деловую какую-то встречу. Такие события, в принципе, видите, все хорошее, плохого ничего не выпало вам. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам.
Так, Девы. 7 июня, пятница, события дня. Замок, первое событие. Не вижу что-то я у вас тут особо событий. Ага, корона, еще одно событие. Угу. Подарок, третье событие. Здесь нет. Нет, нет. Есть месяц еще по вертикали. И яблоко. Тоже по вертикали. Получается, 5 событий нашла у вас. В этот день откроются какие-то тайные секреты. Замок показывает то, что было спрятано, скрыто, вылезет наружу. Вы об этом узнаете. Возможно, будет общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Корона показывает, что это может быть представитель закона, власти, это может быть ваш там начальник, руководитель, налоговый инспектор, там какой-нибудь финансист в банке. Кто-то очень уважаемый, влиятельный. И месяц выпадает. То есть события повторяются. Возможно, вы каждый месяц встречаетесь с этим человеком. Дальше подарки, бонусы можете получать в этот день. И также выпадают еще события слезы. Но опять же, тут знаете, как это могут быть и слезы радости. Сложно сказать. Может быть и слезы печали, например, если событие, да, то есть вот эта информация, которая вылезет, будет не очень хорошая. Тут я уже не скажу вам точнее. Но слезы могут быть. Опять же, это могут быть слезы от смеха, слезы, когда вы смотрите какой-то фильм, больно ударились, да, то есть автоматически там слезы полились. Поэтому тут как угодно может проигрываться. Вот такая информация для вас. Ну, из предупреждений я бы сказала слезы и замок. Благодарю за внимание. Перехожу к весам. Так, весы. Смотрим. 7 июня. 7 июня. Пятница. События дня. Весы. Угу. Первое событие флаг. Угу. Яблоко, якорь. Мешок с деньгами. Колодец. Бабочка. Змея.
Видите, из-за кого печаль? Из-за змеи. Так, и здесь я не вижу. Получается, в этот день вас ждет какая-то победа. Она может быть в работе, в делах. Вас ждет остановка надолго по якорю. Иногда якорь еще показывает точку. Да, вот, например, победа. Долгое время вы с кем-то там, не знаю, там спорили, боролись. И карта показывает, что поставили точку в этой борьбе своей победы. Потому что еще так, как вариант. Финансовые вопросы будут решаться у вас в пятницу. Также у вас будет деловой разговор, возможно, он будет очень неприятный. Выпадает рядом карта глубокой печали, разочарования, слез и змеи. То есть, скорее всего, что разговор будет со змеей, ну, с человеком, у которого длинный язык. И этот человек может вам говорить какие-то обидные слова. Но, опять же, может быть, это влияние планет. Да, то есть идет парад планет, поэтому лучше важны какие-то разговоры, переговоры переносить на другое время, потому что вот как раз люди себя так ведут, потому что идет сильное влияние планет на них. То есть, знаете, как не специально ты это делаешь иногда. Ну, в любом случае, да, то есть вам от этого не легче, потому что у вас идет разочарование, слезы. То есть человек действительно вам делает больно, жалит больно вас. Вот такая вот здесь информация. То есть, с одной стороны, есть и какая-то победа, финансовые вопросы, но есть и такое предупреждение, что может быть очень неприятный разговор в этот день. Благодарю за внимание. Весы, перехожу к скорпионам. Скорпионы. 7 июня. Скорпионы. События дня. Пятница. Покажите мне, что будет у скорпионов. Смотрим. Пятница. Так, что здесь? Разлука, чемодан. Победу нельзя из-за чемодана сделать. Якорь. Возможно, куда-то поедете. Чемодан, якорь, прибытие может показывать. Болезнь. Тайна, откроется какая-то информация, может быть, связанная со здоровьем. Расческу нельзя соединить, слезы. Цыпленок. Ой, неправильно положила. Цыпленок. Может быть, дети доведут до слез. Домик, события в доме, в семье. И здесь нет. Получается, смотрите, выпадает чемодан, показывает разлуку, расставание с кем-то на время, общение с семьей, с детьми, слезы, остановку, якорь — это остановка надолго где-то, открытие секретов, тайн, какие-то домашние дела и тема здоровья. Еще в пятницу однозначно будет проигрываться тема здоровья. Допустим, там идете в больницу, идете там на УЗИ, сдавать анализы, получаете анализы, может быть, там занимаетесь уже лечением и так далее. То есть все, что связано со здоровьем, может быть. Может быть, дома, лечитесь дома, видите, дом рядом выпадает. Проводите время дома, не идете на работу по якорю, остаетесь дома из-за того, что да, вот какие-то проблемы со здоровьем. Еще нашла, пока рассказывала, весы. Весы — это выбор всегда, колебания, сомнения, два варианта. И я вот думаю, так мне поступить или так. В общем, вот такой денек, скорпиончики. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам.
Стрельцы. Седьмое июня. Пятница. События дня. Стрельцы. Весы. Первое событие вам выпадают. Угу. Рыба и подсвечник. Два события. Вроде бы не вижу, но ощущение, как будто тут что-то есть. Яблоко. Угу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Якорь нельзя соединить. Змея. Проверяем теперь вертикали. Здесь нет карточки, здесь нет, здесь нет. Здесь есть мешок с деньгами. Мешочек. Так, здесь смотрим. Нет. И здесь тоже не вижу. Получается, раз, два, три, четыре, пять, 6 событий. Вы будете стоять перед каким-то выбором, сложенный выбор. У вас будет в пятницу. Надежда, на что-то надеетесь, финансовые вопросы будут решаться, скользкое дело, хитрость, обман, кто-то вас заманит в свои сети, в свою ловушку и доведет до слез, поэтому будьте осторожны. Рыба показывает, что вы можете стать жертвой каких-то там мошенников. И еще и змея, тоже предупреждение. Кто-то может очень неадекватно, да, вот агрессивно с вами себя вести. Такие вот события с предупреждениями для вас. Опять же, не забываем парад планет. Да, то есть 6 июня был парад, плюс-минус 2 дня, еще идет очень сильное влияние. Из-за этого мы легко поддаемся, да, вот на какие-то уловки других людей. Другие люди ведут себя агрессивно, неадекватно по змее. Так что тут, видите, просто такой период. Его надо просто пережить. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим дальше к козерогам. Козерожки. Козероги, 7 июня, пятница, события дня. У вас сразу же выпадает свиток. Первое событие. Солнце. Чашка чая. Корона. Четвертое событие. И кровать. Угу. Еще есть сундук по вертикали. Прекрасно. Подарочек нельзя соединить, и здесь нет. У вас прям классный день.
Смотрите, может быть деловая встреча в этот день, но опять же не показывают, как она закончится, показывают, что может быть. Ну, выпало хорошее настроение, радость, поэтому можно предположить, что закончится хорошо, да, так как хорошее настроение. Опять же, хорошее настроение может быть от получения прибыли или гостей, поэтому тут вот как бы не предугадаешь. В общем, у вас будет встреча, у вас будет общение с каким-то важным, влиятельным человеком, возможно, и встреча с ним. Хорошее настроение, финансовые поступления будут, прибыль в этот день, гости и интимная связь, кровать. Либо, ну, если это не грозит, то это может быть просто желание пораньше лечь спать, еще кровать. Так что вот такие события выпали хорошие для вас на пятницу. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Смотрим Водолеи. 7 июня, пятница. События дня. Солнышко сразу же выпадает, первое событие. Замок. Ножницы. Чемодан. Дорога, машина. Угу. Так, смотрим теперь, значит, что здесь еще есть. Цветочек, прекрасно. Очень редко выпадает цветок. Вам выпал. Ну, здесь я не вижу совпадений. Значит, получается, в этот день у вас будет классное настроение. Солнце – это радость, веселье, это позитив, оптимизм. Дальше поездка, чемодан, разлука. Возможно, вы далеко куда-то поедете. Разлука показывает, что я с любимыми людьми расстаюсь на какое-то время. Решится вопрос у вас, ножницы выпадают, разрешение какого-то вопроса. Вот конкретно поставите точку. Открытие тайн, секретов. Какая-то информация может открыться для вас. Может быть, эта информация поможет решить вопрос. И самое главное, исполнение желания. Так что у вас вообще шикарный день. То есть для вас вот этот парад планет, который у нас будет 6 июня, он, видите, он как-то хорошо действует на вас. Если другие знаки наоборот со знаком минус, а у вас со знаком плюс. Так что Водолей, прекрасно. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Смотрим рыбки. 7 июня. 7 июня, пятница. Рыбы, события дня. Угу. Первое событие – тайная встреча.
Скользкое дело, ножницы. Угу. Неприятность. Расческа. В принципе, рыба уже может показывать, какая. Ну и в итоге солнце. Радость. Я думаю, решится. Вот эта проблема, она решится у вас. Бокал нельзя соединить. Я не могу эту карту сюда положить. Любовь еще есть. 2 сердца. И здесь нет. Значит, смотрите, из плюсов что выпадает? Личная жизнь, любовь, тайная встреча. Ну, может быть, там любимый человек готовит для вас какой-то сюрприз. Также из плюсов показывает, что будет решение какого-то вопроса у вас в пятницу. Из минусов большая неприятность, скользкое дело. Вас как рыбку, да, то есть поймают на свою удочку, поэтому будьте осторожны. Это вот 2 события предупреждения. Опять же, как я вам повторяю, каждому знаку рассказываю, у нас еще идет влияние парада планет, который был 6 июня. Поэтому в эти дни, вот до понедельника буквально, нас очень легко обмануть, подставить, не знаю, втянуть в какие-то схемы. Поэтому карта говорит, не попадайтесь, да, вот в эти неприятности, в эти ловушки. Будьте внимательны и осторожны. Так что вот так. Ну, так как выпадает хорошее настроение вечером, я думаю, что эта ситуация либо быстро разрешится, либо она будет не такой глобальной, да, чтобы там переживать и убиваться из-за нее. Так что вот такая информация для вас с предупреждением. Рыбки на пятницу. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.